Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Всем братьям, сестрам, приветствую всех друзей, подписчиков нашего канала. Мы ведем единственную рубрику в соцсетях, в частности на Facebook, под названием «Один взгляд изнутри моего народа». Ранее, год назад, мы зачитали одну статью из этой рубрики. И вот по просьбе друзей и наставлению мы решили зачитать некоторые статьи, дальше продолжить из этой рубрики. Данная статья идет под номером 11. Бисмиллах. Российской империи, созданной сатрапом Петром I, через 4 года исполняется 300 лет. Столько же и народу, созданному им под кодовым названием «Русский народ». Указ о создании новой империи и народа вышел в 1721 году. Петр I с помощью западных стран, то есть набрав за огромные жалования из грамотных европейцев, генералитет и ученых, как правящий класс, так как своих не было, воссоздал арабскую империю из разных этносов и полудиких племен на оставшейся огромной территории стран и народов после падения Золотой Орды, где Московия платила дань крымскому хану до 1770 года. И вот, короновавшись двуглавым гербом, назвав ее Третьим Римом, сколотив для себя этот имперский народец, введя ему вирус имперского великодержавного шовинизма, презирая все народы, расправляясь с ними с доселе неведанной жестокостью и террора, расползлась эта гидра на 1/6 части планеты, как с тех пор на наших глазах, без устали, эта античеловеческая империя шовинистов и русистов с помпой и энтузиазмом грабит и проливает кровь невинных народов по всему миру. Созидание и справедливые устремления народов в ней неуместны. Они являются ее главными препятствиями в достижении данного проекта к своей цели с генеральной стратегией овладеть всем нашим миром. В этот имперский рабовладельческий строй, превратившийся в кровавого монстра, двери открыты для всех, не различая расы и степени преступления. Чем больше аморален субъект, тем скорее в ней открыт путь на вершину к власти. Ей необходима огромная биомасса для своей грабительской, в кавычках, армии, как для подавления справедливости в захваченном в тылу внутри, так и по всему миру. И это оторванная от своих этнических корней разнородная масса людей с новым этноименем прилагательного корня, приученная к хищным и грабительским повадкам, развив в сознании этой массы методом селекции великодержавной пропаганды, породил сегодня этот пик воинствующего шовинизма. Сегодня это горемычное образование, как и всю свою историю, бомбит многие страны, а кто им в этом вздумает помешать, она открыто угрожает нашему миру ядерным пеплом. Отсюда вывод. Прав был первый президент Чеченской республики Ичкерии Джохар Дудаев, прекрасно изучив ее опасную природу изнутри, когда 23 года назад призывал весь этот мир совместно остановить этот кровавый монстр, иначе скоро Европа станет внутренним делом этой Российской империи зла. Но радует и то, что сегодня ключевые страны созревают, хоть и с черепашьими шагами, действуя в правильном направлении по обузданию этой империи как воинствующего мирового агрессора. Эрс бин Абу Бакр, август 2017 год.